Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камши-Укшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Исполнилось 50 лет со дня открытия для посетителей Новоафонской пещеры. Между Гудаутским районом и городским округом Самары подписано соглашение о сотрудничестве. Торжественное мероприятие, посвященное 90-летию образования МЧС Абхазии, прошло в Сухуми. Третий международный конкурс-фестиваль искусств прошел в Гагре в доме отдыха «Солнечное». 32 года прошло со дня высадки десанта на горе Ахбюг во время Отечественной войны народа Абхазии. По сложившейся традиции 4 июля ветераны отдельного стрелкового батальона «Горец» поднимаются на Ахбюг, где вспоминают погибших однополчан и возлагают цветы к установленному здесь мемориалу погибшим воинам десанта. Именно здесь 32 года назад произошел один из самых драматичных эпизодов войны. В этот день на Ахбюг высадился вертолет Ми-8 с бойцами батальона «Горец». Учитывая стратегическое значение вершины, после ее освобождения абхазская армия планировала продвинуться дальше. Но как только вертолет приземлился, враги, поджидавшие в засаде, открыли огонь. Отстреливаясь, раненые бойцы пытались выбраться из горящего вертолета и занять оборону. Однако успели немногие. Из 46 бойцов легендарного «Горца» в живых остались только 17. 5 человек считаются пропавшими без вести. Почтить память бойцов, погибших на горе Ахбюг, пришли президент Абхазии Бадрагунба, вице-президент Беслан Бигвава, спикер парламента Лаша Ашуба, военнослужащие и представители общественности. Фархацас, хоцацас, рахунткар рахчара, рыжла рахчара, рхой мегзаку инарагдзоз, рыпстазара хакурцыз тыпу. Сгуяна год, асепши қотып, еге одeu рацзарги ара ахунара, ара эйчахкаруп, а мемориал комплекс, хахчква, хунахгаруп, итхарбаруп, хажлар знысыз, аторыхду, хажлар ядарпшыса фархацараду, асепшиқо аторых нахцыз, апепшги хаурна хақадзым. Дачыздыгги табуп хашасыр стахопа ветеранца, вяно рапхи унаргылана, жижешук сарапха, ара ахлымзах, имя пысоз, дуниханги, хапсужлар анцвер заемгад. Шара аманшлар шумызат, агубзира шумызат, шахпша хагымзат, шипшир хагымзат, табуп дарадзы. Я хотел бы сказать всем большое огромное спасибо матерям, воспитавших сыновей нашей Родины, не щадя своей жизни, отдали, чтобы за свободу нашей будущей Абхазии. Хочу особо подчеркнуть, в качестве вице-президента Мадры Зурабович поднимался год тому назад. Сегодня в качестве президента Республики Абхазии вице-президент Бигвава Беслан Владимирович Лаша постоянно почти поднимается. И глава администрации бывшего района, благодаря него, и, в принципе, начался это все памятный. И многие ребята, многие помогли своими силами. То, что было сделано, увековечить память наших бойцов. 4 июля исполнилось 50 лет со дня открытия для посетителей одной из главных достопримечательностей Абхазии – Новоафонской пещеры. В 1961 году 16-летний житель Нового Афона Гивис Смыр обнаружил под склоном Иверской горы главную пещеру страны – одну из самых больших пещер Кавказа. Пещера – это уникальный комплекс с площадью 1 миллион квадратных метров с разнообразием минеральных образований. Внутри можно увидеть сталактиты, сталагмиты, сталагнаты, а также кристаллы и кораллиты. Особую ценность представляют каменные цветы, древние обвалы и другие редкие объекты. Новоафонская пещера включает 9 залов, один из которых доступен только для научных исследований. В другом зале проходят концерты, не входящие в обычный маршрут, и планируется проведение новых мероприятий осенью в рамках юбилейного года.
Новоафонская пещера не просто туристический объект, это символ природной красоты Абхазии, ее богатой истории и неизгибаемого духа нашего народа. Она демонстрирует нашу способность превращать природные чудеса в источник национальной гордости, говорится в поздравлении президента Бадры Гунба, адресованном сотрудникам комплекса в честь 50-летия открытия. Глава государства особо отметил заслуги первооткрывателя пещеры, большого патриота, достойного сына Абхазии Гивисмар. Президент подчеркнул важность сохранения пещеры, являющейся уникальным природным объектом для будущего поколения. Указом Бадры Гунба сотрудникам Новоафонской пещеры Галине Авицба, Лауре Агрба, Ларисе Айба, Людмиле Анкваб, Сусане Анкваб, Людмиле Ахба, Римме Когоня, Циале Лакоя, Юли Маля, Клавдии Матуа, Беслану Пандария, Луизе Трапш присвоено почетное звание «Заслуженный работник курортов и туризма Республики Абхазия». Они удостоены звания за многолетний труд, высокий профессионализм, вклад в совершенствование и развитие курортно-туристической сферы. К 50-летию пещеры в парке Славы в Новом Афоне посадили 6 сосен. Это дань памяти сотрудникам Новоафонской пещеры, погибшим во время Отечественной войны народа Абхазии. В акции приняли участие администрация Новоафонской пещеры, члены семей погибших, экскурсоводы, которые провели первую экскурсию по подземным залам. К следующему курортному сезону набережная Гудауты будет реконструирована. Проект реконструкции представил президенту Абхазии глава городского округа Самара Иван Носков. Это будет первый проект, реализованный в рамках подписанного соглашения между Гудаутским районом и Самарой. Аэлита Рутюнян расскажет детали. Приветствуя гостей из Самарского округа, Бадра Гунба подчеркнул стратегический характер абхазо-российских отношений, основанных на дружбе и взаимном уважении. Отметил важность их укрепления во всех сферах. Глава городского округа Самары Иван Носков, в свою очередь, поблагодарил президента за теплый прием, подчеркнув, что Самара готова сотрудничать по множеству направлений. Народ Абхазии всегда очень тепло и искренне относится к нашим братьям-россиянам, многонациональному народу Российской Федерации. В этом смысле для нас очень важно развивать эти взаимоотношения. Безусловно, сегодняшнее событие является еще одним шагом к укреплению такого рода взаимоотношений. Мы рады, что сегодня руководство Самары находится в Абхазии в рамках подписания соглашения между Гудаутским районом. Очень важно развитие отношений в области культуры, образования, спорта и ряда других ключевых направлений, в том числе и экономики. Мы намерены и дальше развивать наши взаимоотношения. Уверен, что наша дружба, она перерастет в реальные дела. У нас есть много точек пересечения, это начиная с наших культурных взаимосвязей, точно много пересечений по спорту. Самое ценное, что бы хотелось развить, это, конечно, дружбу наших детей. То есть пересечение по образованию. То есть мы готовы принимать абхазских детей, мы готовы рассказывать о Самаре, о России. И очень бы хотели, чтобы наши тоже дети приехали к вам, чтобы здесь и отдохнули, и пообщались. И вот завязалась эта дружба, которая уже будет длиться, я уверен, всю оставшуюся жизнь. Есть и уверен, что возможность пересечения по производству части, по промышленности. У нас достаточно промышленный регион, и много что производится на территории Самары, Самарской области, точно пригодится в Абхазии, как и наоборот. Соглашение о сотрудничестве между Гудаутским районом и Самарой подписали главы регионов Валерий Авицба и Иван Носков. Иван Носков приехал в республику не с пустыми руками. Глава городского округа Самары презентовал президенту проект реконструкции Гудаутской набережной. Уже в октябре этого года в рамках подписанного соглашения специалисты из Самары приступят к работам. Завершить реконструкцию планируют к началу следующего курортного сезона. В ближайшие 2 месяца мы все согласовательно со всеми службами вопросы пройдем. Дальше конкурсные процедуры, выбираем подрядчика,
уже его у подрядчика изначально проговариваем, что на субподряд будут брать уже ваших предпринимателей, то есть общий заказчик, мы заказчики, генподрядчик, и схема такая будет. У нас сейчас прорабатывается вопрос с таможней, какие материалы мы будем завозить, какое оборудование будем завозить, и что будем приобретать уже здесь на месте. То есть для нас это первый опыт, поэтому мы здесь пытаемся все эти вопросы проработать и найти все решения. Мы с большим трепетом относимся к каждому из наших городов. Конечно же, при этом хочу отметить, что город Гудаута является городом-героем. В период Отечественной войны народа Абхазии именно Гудаута стала центром принятия, в том числе и решения, и там, где люди находили спасение свое в этом роде, конечно же, мы особо ценим именно ваши отношения, поддержать город Гудауту и реализовать столь важный масштабный проект. Вы совершенно правильно и справедливо отметили, что горожане в рамках своих возможностей начали приводить в порядок набережную. Это и есть отношение к своему городу, любовь к своему городу таким образом. Но то, что сегодня включились, Иван Николаевич, вы, ваша команда, придает нам уверенность, что эта набережная будет особой достопримечательностью этого замечательного города. В завершение встречи Бадра Гунба и Иван Носков обменялись памятными подарками. Гравюра с видами Самары, одни из самых значимых, это откуда Самара начиналась, острог, который выполнял очень важную задачу, стратегическую задачу для России, а это уже современный вид. Уверен, что эта гравюра будет хорошим украшением и напоминанием о нашем замечательном городе. Хотел бы преподнести вам, вот эту памятную медаль. Изображен здесь наш общий символ культуры. Человек, который называл себя русским поэтом с абхазским происхождением, Фазиль Искандер. Вы прекрасно знаете его произведения. Пусть это напоминает вам об Абхазии. Спасибо вам большое. Спасибо. Самара – один из крупнейших центров машиностроения, металлообработки, пищевой, а также космической и авиационной промышленности. В городе работают более 150 крупных и средних промышленных предприятий. Айлита Аручнян, Фатима Гергия, Саида Кухава. Абхазское телевидение. 4 июля исполнилось 19 лет со дня образования спасательной службы Абхазии. Торжественное мероприятие, посвященное этой дате, прошло в МЧС. В нем приняли участие премьер-министр Владимир Дылба, вице-премьер Роберт Киут, представители Министерства обороны, погрануправления ФСБ в России и российского посольства. Подробности в материале пресс-службы МЧС. Официальная часть празднования Дня спасателя началась с церемонии возложения цветов в парке боевой славы в центре Сухума. Спасатели почтили светлую память защитников Отечества, отдавших свои жизни за свободу и независимость нашей страны. Затем в актовом зале министерства прошло торжественное заседание. По словам министра генерал-лейтенанта Льва Квициния, за 19 лет существования министерства накоплен бесценный практический опыт, который позволяет сегодня решать задачи любой категории сложности. МЧС Абхазии – сплоченный коллектив профессионалов, объединенный общей идеей и пониманием важности порученного дела. Мы признательны нашим коллегам из Российской Федерации за ту многоплановую и постоянную помощь и содействие, которые оказывается нам все эти годы. Вице-премьер Роберт Киут, курирующий силовые структуры, зачитал поздравления спасателям от лица президента Бадры Гунба. Ваша благородная служба – это ежедневный подвиг, требующий огромного мужества, самоотверженности и высочайшего профессионализма. Вы всегда первым приходите на помощь в самых сложных ситуациях, рискуя собственной жизнью ради спасения других. Ваша готовность к действию, отвага и преданность делу вызывает глубокое уважение и признательность всех граждан Абхазии. Поздравляя спасателей с профессиональным праздником, премьер-министр Абхазии Владимир Дылба отметил слаженную работу министерства при ликвидации чрезвычайных ситуаций, профессионализм и высокие личностные качества сотрудников МЧС.
Сколько сложностей стояло на пути, сколько вызовов стояло. Но потихонечку, идя вперед, страна вместе с вами, со всеми, наверняка здесь ветераны, преодолевала это. Сегодня уже совершенно в другом качестве есть возможность развиваться, в том числе получая профессиональное образование в профильных учебных заведениях в Российской Федерации. Поздравительный адрес спасателям был оглашен от лица министра обороны страны Владимира Ануа. Свои наилучшие пожелания в профессиональный праздник сотрудникам МЧС Абхазии передал начальник погрануправления России в Абхазии генерал-майор Сергей Щедрин. Я всегда с огромным уважением к вам, своих людей учу, подчиненных. У нас с вами есть одна общая черта. Да? Самое главное качество наше – это постоянная боевая готовность. Мы должны постоянно быть готовы выполнять задачи в любое время, в любых условиях. В ознаменование 19-летия со дня образования ведомства группа сотрудников МЧС Абхазии была награждена ведомственными наградами. Некоторым действующим офицерам были присвоены очередные воинские звания. Приказом министра обороны Ануа глава МЧС Лев Квицыня и несколько сотрудников МЧС были награждены ведомственной медалью Министерства обороны за плодотворное сотрудничество. Памятную медаль имени боевого командира одного из подразделений «Пятнашки» Владимира Харабуа передали в Музей боевой славы имени Владислава Ардзенба. На лицевой стороне медали изображен сам Харабуа во время боя. На оборотной – красная звезда и надпись «Микич своих не бросает». Медаль вручается бойцам за подвиги и особые заслуги. Участвовал во всех операциях именно лета 2014 года. В 2022 году, когда началась новая волна, новая фаза войны, он незамедлительно приехал в Пятнашку, затем был командиром одного из подразделений, уже дикой дивизии Донбасса. Вы не первый раз передаете нам реликвии по СВО и по другим, по нашей истории, по другим направлениям. И вы знаете, что мы очень дорожим каждой реликвией, тем более такой реликвией, такой высокой награды. Мы, естественно, сохраним это для нашего музея и для наших будущих поколений. Очень трогательно, даже до мурашек, потому что моя малая родина – это Донецкая область, и вот как-то случайность так совпала, и прям очень трогательно. Спасибо Пятнашке, которые воюют там за нас, за Россию, за Абхазию. Мы всегда вместе. Ахра Ашуба избран исполняющим обязанности руководителя Сухумского отделения партии «Единая Абхазия». Его заместителем стала Ада Кварчелия. В Сухуми прошло заседание регионального отделения. Подробности в материале Гунды Шоуа. Вопрос утверждения кандидатуры Ахра Ашуба на должность исполняющего обязанности руководителя Сухумского отделения партии «Единая Абхазия» был главным на повестке дня заседания. Единогласно путем открытого голосования члены партии утвердили его кандидатуру. Также путем открытого голосования его заместителем стала Ада Кварчелия. Мы с вами прошли через сложнейший период президентских выборов, который потребовал от каждого из нас выдержки, мудрости и преданности нашим общим идеалам. На фоне продолжающейся глобальной нестабильности и попыток разрушить традиционные устои, партия «Единая Абхазия» осознает свою историческую ответственность и начинает решительный процесс внутреннего обновления. Наша цель – стать еще сильнее, сплоченнее и эффективнее, чтобы отвечать на вызовы времени. Члены партии выразили уверенность, что Ахра Ашуба, как новоизбранный руководитель, возьмет на себя ответственность за координацию деятельности отделения, мобилизацию партийного актива и реализацию программных целей. Также отметили его большой и неоценимый вклад в развитие партии. Последние выборы показали, что нужно активировать все-таки работу партийную, и мы решили такое обновление провести. И вот Алхаз, Барзаня, который все, в общем, так сказать, нашим таким мнением был представлен исполнять обязанности, и я уверен,
Надеюсь, что на съезде будет избран в качестве председателя нашей партии. Очень активно взялся за эту работу. И маленькое за такой короткий срок провел мероприятие, конечно, с поддержкой очень хорошего окружения, как я вижу, тоже обновленного, молодых, так сказать, политиков абхазских новых, в которые влились в нашу партию. Очень все это дает хорошие надежды на развитие партийной жизни. Общественное политическое движение «Единая Абхазия» было основано 27 января 2002 года. В 2009 году «Единая Абхазия» была преобразована в партию. Ее основателем и лидером был второй президент республики Сергей Багапш. Исполняющий обязанности председателя партии «Единая Абхазия» Алхаз Парзания поблагодарил теперь уже бывшего руководителя Сухумского отделения партии Алхаса Манарге за проделанную работу. Благодаря его стройности рядов мы имеем такой слаженный коллектив в Сухумском отделении партии. Ахра Надарович, вам передается в выборах муниципальных, участвуют и будут участвовать в предстоящих муниципальных выборах в ноябре месяце. Ваш стройный коллектив будет принимать участие, мы обязательно это все дело будем анонсировать, об этом говорить, и широкому кругу общественности мы это все будем докладывать обязательно. Сегодня еще раз, Алхаз, спасибо большое за проделанную работу. Участники заседания также приняли решение направить 100 кандидатов от Сухумского отделения партии на республиканский съезд «Единой Абхазии», который состоится в августе. Кундашова, Алексея Кухава, Абхазское телевидение. Третий международный конкурс фестиваля искусств «Праздник талантов» прошел в Гагре в доме отдыха «Солнечный». В нем приняли участие коллективы из Северной Осетии, Алании, Кабардино-Балкарии и, конечно, Абхазии. Юные талантливые артисты продемонстрировали богатство и разнообразие культурных традиций родного края. Первоначально фестиваль задумывался как платформа для общения и празднования танцев между ассоциациями Абхазии и Кабардино-Балкарии. Репортаж Сарии Кварацхели. Открыли фестиваль юные вокалисты. Они завоевали сердца зрителей проникновенным исполнением народных и современных песен. Их мощные голоса и эмоциональная глубина исполнения не оставили равнодушным никого. В полночной тишине ты пела песни мне, и улыбался я тебе во сне. Танцевальные коллективы поразили зрителей яркими и энергичными номерами. Танцы, наполненные национальным колоритом и традиционными движениями, погрузили в атмосферу кавказских праздников, вызывая бурные аплодисменты и восторженные возгласы. Среди известных ансамблей образцовый ансамбль «Дети гор», представленный учреждениями культуры города Нальчика, и Псыганцу из Урванского муниципального района Кабардино-Балкарии. Также участвовал детский ансамбль «Абжиуа» из Абхазии. Помимо традиционных коллективов выступали и ансамбли со стилизованными танцами, такие как «Ларида» из Чегемского района Кабардино-Балкарии. Особым украшением фестиваля стали сольные выступления маленьких танцоров. Эти артисты, несмотря на свой возраст, покорили сердца зрителей своей искренностью и непосредственностью. Театрализованные представления также были частью программы. Дети и взрослые продемонстрировали свои актерские навыки, легко перевоплощаясь в различные персонажи. Представление было приурочено к 80-летию Победы. Этот фестиваль стал возможен благодаря усилиям Международного центра науки, образования и культуры Кабардино-Балкарской республики. Организатором и председателем оргкомитета конкурса фестиваля выступает заслуженный работник образования КБР Людмила Маирова. Фестиваль начинался как с целью общения, с целью устройства праздника танца. Начинался между черкесскими ассоциациями Абхазии и Кабардино-Балкарии. Но свою задачу мы продолжаем выполнять, потому что во время общения мы делимся опытом, делимся своими танцами,
Поэтому идентичность, дружба между нашими народностями, между братьями, как и сестрами, это продолжается и будет продолжаться. Очень хочу поблагодарить Канукова Арсена Башировича, который поддержал начинание этого фестиваля и, конечно, внес свою лепту. Он через своих помощников, это Маримкулова Ахмеда Хасанбеевича, в Кабардино-Балкарии это Маха Владимир Баширович. Он поддержал во всех отношениях наш фестиваль. В плане материальном, не только материальном, но в организационном плане. Директор Дома отдыха «Солнечный» Ахмед Маримкулов проявил великодушие и истинное гостеприимство. Он не только комфортно разместил участников фестиваля, но и выделил 100 тысяч рублей для победителей. Я рад, что местом проведения данного фестиваля выбрали именно Дом отдыха «Солнечный». Так как я сам с Кабардино-Балкарии, я рад, что наши братья с КБР, братья осетины приезжают в Абхазию. Мы испокон веков являемся братскими народами, чтобы эти узы не пропадали, чтобы мы друг друга поддерживали и в таких красивых мероприятиях, как проявление своих танцев, культуры, языка, музыки. Дай Бог, чтобы наше единство между нами не пропадало, только укреплялось. И мы все сделаем, чтобы в Абхазию приезжало все больше и больше людей, коллективов. Выступление участников оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли специалисты в области вокального и хореографического искусства. Сегодняшнее мероприятие безумно важно. Важно именно потому, что мы объединяемся, мы люди творческие и должны быть всегда вместе. И вот много республик здесь сегодня, и это 3-й год, когда мы проводим этот конкурс, фестиваль здесь, и 3-й год я являюсь председателем жюри. Мне это очень приятно, что мне доверяют такую работу, и я с удовольствием выполняю, никого почти не обижая, даря радость именно вот этим нашим встречам. И я думаю, что сегодняшний конкурс тоже принесет только радость, только удачу, любовь и знакомство вот этих вот детей, знакомство нас, взрослых. Дети маленькие, есть взрослые, но показали себя в хорошем уровне. На фестивале, где царила атмосфера творчества и вдохновения, каждый участник был в центре внимания и получил заслуженное признание. Это событие не только выявило талантливых исполнителей, но и объединило всех в стремлении к прекрасному, подчеркнув, что главное в таких мероприятиях не победа, а участие в общем празднике искусства. Сария Кварцхелян, Даур Цулуке, Абхазское телевидение. А сейчас прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается облачно с прояснениями. Погода в субботу ночью, утром без осадков. Со второй половины дня местами дождь, гроза. Ближе к вечеру погода проясняется. В воскресенье без осадков. Температура воздуха ночью плюс 13-18. Днем плюс 20-25 градусов. Температура морской воды плюс 23. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире.